Рождение и смертность, браки и разводы – ключевые демографические показатели. По данным на 17 июня 2026 года в республике зарегистрировано 135 рождений и 181 смерть, а число заключенных браков – 72, что почти вдвое превышает количество разводов – 31. Демографическая безопасность является основной составляющей национальной безопасности нашей республики, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры национальной экономики АГУ Амра Цушпа. Она напрямую влияет на воспроизводство населения, его численность и возрастную структуру. За последние 10 лет численность населения увеличилась всего на 691 человека и на 1 января 2025 года составила 243 897 человек. Основную часть прироста нам обеспечивает миграционные потоки, то есть прирост за счет миграции. Это плюс 1100 человек. А естественная убыль населения за это время составила 471 человек. Конечно, у нас сложилась очень сложная демографическая ситуация, которая характеризуется как низкой рождаемостью, так и высокой смертностью. У нас коэффициент рождаемости за этот период, за последние 10 лет, снизился с 7,9 до 5,1 в 2024 году. Почему 2024 год пока привожу? Так как нет пока официальной статистики у нас за 2025 год. Наука пользуется только официальными данными, которые опубликованы, и для нас это является единственным источником статистической информации, то есть легальным статистическим источником. Для Абхазии исторически была характерна многодетность. В середине 20 века такие семьи составляли большую часть населения. В сельской местности в 1960-х годах наблюдалось значительное количество многодетных семей, в которых воспитывалось от 3 до 8 детей. Однако сейчас ситуация изменилась. С 2004 родившихся было в 2014 году и в 2024 году 1261 родившихся. То есть мы видим реально налицо сокращение, и здесь оно составляет почти 37%. По смертности, если посмотреть на эти данные, то здесь у нас наоборот идет сокращение числа умерших на 216 человек. Однако очень интересно посмотреть соотношение в эти годы между родившимися и умершими. Если, например, в 2014 году соотношение родившихся и умерших составляло следующее, то есть на одного умершего приходилось 1,4 родившихся, то в 2024 году на одного умершего уже приходится только 1 родившийся. Рассмотрели и причины смертности. Это болезни кровообращения, на которые приходится 50% случаев. На втором месте новообразования, составляющие 16%. Около 10% приходится на инфекционно-паразитарные заболевания. Отнесенные к несчастным случаям составляют чуть больше 1%. Но что здесь важно понимать? Когда мы говорим о умерших в ДТП, то мы должны понимать, что в основном это ведь молодые люди, которые составляют именно демографический потенциал нашей республики. То есть это способны к деторождению молодые люди, которые погибают. Другой, не менее важной стороной Амра Цушпа назвала изменения, происходящие в семейной сфере, то есть показатели количества браков и разводов. Число браков сократилось. За 10 лет сокращение составило почти 1,5 раза. Однако количество разводов увеличилось более чем в 2 раза. Одним из демографических показателей, которые влияют на конечную продуктивность брака, является возраст вступления в брак. В нашем обществе укрепилось убеждение, что молодые люди должны получить соответствующее образование, построить карьеру, обеспечить, создать себе какую-то материальную какую-то базу и только потом вступать в брак и приступать к воспроизводству детей. Однако с точки зрения демографической науки здесь есть такой минус, когда снижается временной горизонт репродуктивного возраста у женщины. Стратегия социально-экономического развития, разработанная до 2025 года, включает ряд мероприятий и мер, направленных на повышение рождаемости и воспроизводства демографического потенциала нашей республики. Работа в этой области должна проводиться комплексно и системно, считает Амра Цушпа. Мы предлагаем разработку концепции демографического развития Республики Абхазия, то есть концепция демографической политики нашей республики. Обязательно должна быть концепция миграционной политики.
В дополнение к этим концепциям могут быть разработаны различного рода государственные программы такого более целевого назначения. Это программы и охраны здоровья матери и ребенка, программа «Многодетная семья», обеспечение жильем многодетной семьи, это строительство жилья эконом-класса для поддержки таких многодетных семей. Ну и, конечно же, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере демографической политики и в сфере занятости. И хотелось бы добавить, что демография – это не просто цифры, это не просто статистика. Демография для нас должна стать национальной идеологией. Это вопрос выживания нашего этноса. Как итог, статистика по направлениям демографии неутешительная. Смертность превышает рождаемость, разводов становится все больше. Сегодня государство старается поддерживать молодые семьи. С каждым годом увеличивается размер пособий и выплат по рождаемости, работает жилищные и сельхозпрограммы. Специалисты надеются, что эти меры положительно скажутся на ситуации, ведь здоровая демография – это будущее страны. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.